это уже все не так важно. Брестская «Динамо» сегодня может по делу праздновать. Мы с вами тоже за этим понаблюдаем какое-то время. Ну, пока в этом столпотворении, которое творится, да, половина фанатского сектора рванула на поле. Команду тут уже в этой толпе сложно найти. Понятно, что все счастливы, все поздравляют друг друга. Ну и устраивают, конечно, настоящую такую праздничную волну. Александр Зайцев поздравил тут на стадионе своих подопечных, поздравил всех брестчан с этим праздником. Да, действительно, в Бресте сегодня настоящий праздник, без всяких оговорок, без каких-то дополнительных, скажем так, приписок, без каких-то лишних слов. Чемпионский титул, тысячелетие города. Много здесь чего можно интересного найти. Состав у Бреста действительно подбирался только под решение самых высоких задач. И с этой задачей он справился. Ну, уже пустили на поле, скажу так, всех желающих, всех, кто хотел. Празднование с командой действительно нужно разделить. Думаю, будет еще в Бресте красочное закрытие сезона. Такое же, как было красочное и открытие. Сегодня город над Бугом гуляет. По-настоящему гуляет. Ну а мы, друзья, давайте пока не будем забывать, что не только Брестом един наш чемпионат. И посмотрим, что творится у нас в результатах. Все матчи завершились. Никаких голов, которые мы могли бы упустить, не было. И посмотрим, что у нас творится в турнирной таблице. Через несколько минут я вам это озвучу. Брестская «Динамо», понятное дело, ее возглавляет. Сохранился 5-очковый отрыв от Батэ. И смотрим, что выносят на поле необходимый инвентарь для торжественного награждения Брестского «Динамо». Кубок, конфетти, салюты, все это будет. Больше всех, конечно, отмечают фанаты, судя по всему. Ну, они тоже заслужили. Сумасшедшая поддержка была у Брестского «Динамо» на всех этапах чемпионата. Выезды пробивались на раз. Несколькими автобусами на кубковые сражения. Вагонами буквально ездили болельщики. Они тоже заслужили эту победу. И, в принципе, имеют право ее полностью разделить сегодня с футболистами. Да, за чемпионскими майками и бейсболками, конечно, будет наверняка очередь. Все-таки, когда еще такое будет? Ну, в Брест, конечно, надеется, что и на следующий год титул никуда не уплывет от «Динамо». Но это, знаете ли, дела будущего. Разгоняют эту праздничную армаду. Дикторы по стадиону просят разойтись, освободить место под церемонию награждения. Вы знаете, друзья, даже интернет отказывается работать в Бресте. Я понимаю, что сейчас сумасшедшая просто загрузка в Инстаграме. Вот даже турнирные таблицы не открываются. Ну, как только появится возможность, сразу же мы все это
отметим с вами. Уважаемые болельщики, все, пожалуйста, покидаем поле. Нужно провести церемонию награждения. Итак, после 29 туров следующая ситуация у нас с вами складывается. 72 очка в активе Брестского Динамо, они чемпионы. 67 у Батэ, и они уже гарантировали себе серебро. 62 у Шахтера. Шахтер у нас бронзовым призером становится. А дальше четвертое место остается за Минским Динамо. 50 баллов. Ислач сегодня проиграла. Поэтому минчане даже в случае неудачи ничего не теряли в запасе. То есть первая четверка у нас уже, в принципе, сформирована. Ислач 46 баллов, пятое место. Торпедо Белас 45 очков, шестое. Городея 44 балла, седьмая. Вот эти команды еще за пятерочку посражаются. Далее Неман 36, Минск 35, Славия 34. Тоже такое трио, которое спорит места с 8 по 10. Ну а вот ближе к зоне вылета интересно. Ну, Минская Торпеда мы, естественно, в расчет не берем. Гомель 26 баллов. Днепро 30. Гомельчане, к сожалению, покидают элиту. Уже никаким образом они не догонят могилевчан. А вот вопрос со стыками открыт. 30 очков у Днепро и РЦО РБГУ, 31 у Слуцка и Витебска. Вот эти вот 4 команды должны в последнем туре решить все свои вопросы. Кто-то из них встретится с Брестским Рухом. То есть приедет в Брест. Там 2 матча ожидаются. Домашний и выездной, понятное дело. И, собственно, поборется еще за путевку, за право остаться в высшей лиге. Ну, пока никак не удается провести церемонию награждения в Бресте. Понятное дело, тут уже стюарды взяли буквально в кольцо вот эту вот зону, в которой нужно вручить кубок. Зрители, естественно, не хотят расходиться, они хотят праздновать. Просачиваются потихоньку фотографы, просачиваются игроки в зону для награждения. Стюардов здесь становится все больше. Дайте провести церемонию награждения, пожалуйста. Да. Брест сегодня, конечно же, отмечает. Можно много говорить, в принципе, об этом матче. И, наверное, все эти слова и фразы будут иметь право на жизнь. Ну, историю написали, друзья, на ваших с вами глазах. И на самом деле вы все видели сами. Вы видели весь сезон на телеканале Ясное ТВ, на сайте Белорусской Федерации футбола. И я думаю, сомнение в том, что Динамо заслужила право поднять сегодня над головой чемпионский кубок, нет ни у кого. Да, было много различных матчей, различных судов-пересудов по поводу где-то судейских ошибок, спорных решений и так далее. Но это футбол, друзья, за это мы его, наверное, и любим, что он не всегда предсказуем, он не всегда может быть справедлив в локальном смысле, но в глобальном справедливость все-таки восторжествовала, и Брест сегодня на вершине. Вот так вот даже песню «День Победы» умудряются включить на Брестском. Наверное, праздник со слезами на глазах действительно сегодня у многих. Но слезы — это действительно счастье. Ну и вот вроде бы все почти готово у нас к тому, чтобы динамовцы наконец-то смогли примерить на себя медали, смогли, скажем так, поднять кубок. Зрители не расходятся с поля. Там даже какие-то конфликты со стюардами у некоторых особо рьяных голов. Ну, наверное, этого не стоит. Портить праздник себе, команде, всем остальным.
Все-таки Брест к трофеям, ну, скажем так, не привык еще пока. Да, были кубки. Кубки эти были, как вы помните, выездные. Завоеваны они были не дома. Ну, а, собственно, Динамо сегодня на своем поле при своих болельщиках эту викторию одержала. И одержала ее заслуженно. Давайте будем честны. Да, в концовке динамовцы отбивались. Да, маленькие футбольные хитрости шли в ход. Ну, там уже болельщики действительно пытаются прорваться чуть ли не в зону для награждения. Тут и стюарды, и милиционеры как-то в штатском помогают им. Ну да, эмоции можно понять. Артем Владимирович Милевский, завод на вручение кубка. Пожалуйста, пройдите. Артем Владимирович Милевский, пройдите, пожалуйста, в центр. Пропустите, пожалуйста. Милевского прям так вызывают на вручение. Там где-то не хотят выпускать Артема из цепких болельщических лап любителей футбола. Ну, понятное дело, Милевский для Бреста это сейчас... Ну, сказать икона, наверное, будет слишком громко, но это человек, который во многом определяет лицо клуба. Очень любят его в Бресте, любят, в принципе, по делу. Без него, конечно, кубок вручать нельзя, вы что. Артем Владимирович Милевский, пожалуйста, пройдите, получить кубок. Милевский пока за кубком не спешит. Любопытно. Ну что ж, собирается потиху вся официальная делегация, которая должна принимать участие в церемонии. Там болельщиков все труднее сдерживать. Ну и мы с вами тоже ждем, не уходим из эфира. Посмотрим, как же брещане поднимут все это добро над своей головой. И вот этот кубок все-таки взмывает над головой вместе с золотым конфетти. Ну и прорывают ограждение стюардов, болельщики. Ну что ты с ними сделаешь? У ребят праздник, и хотят они с командой отмечать. Тут, я не знаю, тут, наверное, надо было двойное кольцо ОМОНа ставить вместе с машинами, заграждениями, чтобы никто не прорвался, потому что это предсказывалось. Небольшой фейерверк на Брестском. Да, немножко жаль, друзья, что матч не в вечернее время. Это все, конечно, было бы не менее красочно. Можно было бы организовать еще неплохой салютик такой. Но... Неважно в какое время, главное, что Динамо справилась с основной своей задачей. Миссия, к которой они долго шли, на пути которой было много преград, она выполнена. Клуб теперь наверняка и работу со СМИ откроет. Как говорилось, что они закрыли ее до выполнения всех задач. Сегодня они эту задачу выполнили. Брест мы поздравляем. Батэ, наверное, призовем не отчаиваться. У борисовчан будет следующий сезон, чтобы вернуть себе трофей. Ну а Шахтер в очередной раз, кстати говоря, пролетел мимо даже серебряных медалей. Не очень-то удачный сезон для солигорчан. Что ж, друзья, мы оставляем Брест в праздничном настроении с чемпионским титулом. Но напоминаем вам, что чемпионат Беларуси на этом не закончен. Будет через недельку 30-й тур. И призываем вас, естественно, посмотреть самые интересные события на телеканале Ясное ТВ и на сайте Белорусской Федерации футбола. С вами за историческим завоеванием титула Брестского Динамо следил Дмитрий Шиверштейн. Услышимся на большом футболе. Пока!
Уважаемые болельщики, не расходимся, потому что у нас в зоне фудкорта для вас еще организована автопати. Для выхода в камер-группа. И все мы для вас, ребята, проходим в зону фудкорта. Куда мы с тобой, где мы выросли, флагами какими шагали мы, и выбрали сюда, в России. Может, все однако нас но только не мешает, и если так отца на сердце упадет этот мир, как было и так будет, пока не свободы мир. На клаве спорим на трибунах, ты на поле, Динамо, Динамо, поле сердца Динамо, Динамо, команда мира Динамо. Динамо, через дверь Динамо, Динамо, не хочешь бегать Динамо, иди на траву, когда в футболе Динамо, все трибуны его, когда в футболе Динамо, это война и Уважаемые собрали, знаешь почему, Конечно, первый голос, который вы сказали, что находится на первом секторе. Наши братья Шмоттена расположены, что находится между другими третьим секторами. И решит 5-го, 6-го и 7-го секторы. Находится разворот, что находится между 5-м и 6-м секторами. И решит 8-го, 9-го сектора выходит разворот, что находится между 8-м и 9-м секторами. И решит 10-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го, 20-го, 21-го сектора. Вместе с 25-го по 48-й выходит по левой лестнице трибуны до центрального выхода стадиона. Глядши 15-го, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 22-го сектора вместе с 1-го по 24-й, а так само глядши 23-го, 24-го сектора выходит по правой лестнице до центрального выхода стадиона. Собрали будьте взаимовежливы, уважливы и заховуйте дисципліну і порядок. Сябри, я ще раз з перемогою, я ще раз усього самого найліпшого. А ньому Аховникову всьому дорогу. До наступного сезону. Великий вам дякую, сябри. Ты пойдешь на стадион.